очень важна эта встреча, потому что у нас состав обновился, и команда должна знать не только своих болельщиков, и за кого они играют. Команда должна понимать, что они будут представлять город, представлять область. Тут наш просто Таша сказал, что мы проделали большую работу. Ну, он тоже много работает, но с этим вопросом не становится. Поэтому, может быть, само качество работы покажет сезон. Вот. И мы с оптимизмом входим в этот сезон. Если вы обратили внимание, у нас уже накануне чемпионата у нас довольно-таки боеспособный коллектив, довольно-таки, ну, может быть, и опытная, и молодая команда. Поэтому у нас очень команда, которая имеет большой уровень конкуренции. Вот, именно внутри команды. Это очень важно для нас, потому что конкуренция – это двигатель прогресса. И поэтому мы с оптимизмом входим в чемпионат. А какую вы планку поставили на сегодняшнюю команду? Борьба за медаль. Борьба за медаль. Да. Этой команды. Пятерку хотя бы. Пятерку. Как вы скажете, так и будет. И сегодня поставили. За медаль, конечно, лучше. Ну, пятерку. Пятерку. Не ниже пятого места. Я считаю, что мы в этом году более сильным составом вступаем в чемпионат. Это касается не только, хотя с одной стороны мы говорим в большей степени о тех людей, которые пришли в команду, но мне хотелось бы отметить, что мы сохранили максимальный состав с прошлого года, поэтому вот это вот как бы, то есть вся команда сохранен, вот, и поэтому и мы добирали точечно футболистов, добирали футболистов тех, которых знаем. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех футболистов, которые подписали контракт с нашим клубом, новых футболистов, потому что они все были востребованы, они все были нужны другим клубам, поэтому в этом плане им благодарность. А что касается травм, практически все уже вышли из травм, и остался только вот Женя Севастьянов, ну Паша уже сегодня с нами бегал, 3 раза надел на правой ноге, я считал. Больше, да? Поэтому мы и Женя тоже все по плану идет, я думаю, через неделю другую там он будет уже в общей группе тренироваться. Мы предложили ему контракт, он сейчас пока еще думает, поэтому я думаю, что в ближайшее время он должен. У него были варианты продления контракта в других клубах, но что-то не получилось, поэтому мы со своей стороны сделали ему предложение, сейчас он на это предложение думает. Знаете, что возраст определяет игра. И поэтому тут очень сложно говорить, поэтому наоборот, если, допустим, у нас есть молодой, почему мы единственный номер взял, не пойму, у Вася Журневич, да, молодой нападающий, как ему лучше раскрыться? Когда рядом будет Василюк, Ковалена будет рядом, будет рядом футболист опытный, ему будет лучше и будет знать лучше, что делать. Поэтому нисколько не смущает, я еще раз повторю, что мы точечно подбирали футболистов и подбирали не по возрасту футболистов, а по качеству игры. Поэтому я хотел бы, чтобы эти футболисты играли на таком уровне, как они играли в своих предыдущих клубах. Если лучше, так это будет еще лучше. У нас на самом деле идет работа по омоложению состава, да? Но дело в том, что у нас, вот я так прикидывал, что за последние 2 года, мы где-то 96-й, 97-й, 95-й год рождения футболистов, у нас прошло, не просто прошло через команду, а которые постоянно тренировались, 18 футболистов. И сейчас им уже 21-22 года, 20 лет. И сейчас те футболисты, которые не проходят в состав, не попадают, все будут отданы в аренду, с ними заключены долгосрочные контракты. Мы в них верим, но им надо игровая практика, они уже грубо переросли, а под основу еще рано им еще играть. Поэтому им нужна игровая практика, и мы сейчас ищем футбольные клубы в первой лиге, у нас уже 4 футболиста отданы в аренду. И то же самое будем делать так, для того, чтобы они вернулись уже взрослыми, крепкими футболистами. А вы же помните прошлый год, начало чемпионата, как было сложно, и как сложно футболисту молодому одна-две ошибки, как потом играть. Поэтому в этом плане все идет профессионально и с уважением. Дело в том, что в атаке должно быть 6 человек. Кто из них окажется штрафной, это все остальное, это
Другой вопрос, мы подбирали футболистов, которые умеют это делать. И вообще качество футболистов, качество нападающих – это проблема не только нашего клуба, это, мне кажется, проблема всего белорусского футбола. Но на сегодняшний день контракты заключили все футболисты. Вот все, кто здесь сидят. Да, все, кто здесь сидит. Да. Ну, это В этом году средняя зарплата игроков основного состава будет в районе 16,5 миллионов. Средняя зарплата, пускай она кого-то будет меньше, а кого-то чуть больше, да. Потому что самая есть, маленькая миллионов 5 есть. вот самая минимальная зарплата людей, которые вот молодые ребята, и будет определено, что они остаются действительно в команде. Тот, кто останется в команде, в основе 23, у него будет 5 миллионов, что самая минимальная зарплата. Я думаю, в сегодняшний момент это для молодежи, да, знаете. Думаем, как клуб должен зарабатывать обязательно. Не зря я назвал, он назвал, вот тема хозяйственной деятельности. Я в прошлом году говорил об этом, что клуб надо заниматься не только, много не заработаешь на продаже шапников, на продаже маек, этим тоже надо заниматься. Но не хватит финансов для того, чтобы для обеспечения полностью клуба. Город должен дать не деньги, а удочку. Не рыбу, а удочку. Как? Уже поймаешь, да, это уже дело их. Но сегодня зарплата построена в том числе, будешь забивать, так будешь дополнительно иметь копейки. Вот это нам Стоимость билета остается на прежнем уровне прошлого года – 40 тысяч. В отличие от прошлого года, в этом году сделали скидки 50% для студентов учебных заведений, для детей до 14 лет бесплатно, женщинам бесплатно, пенсионерам бесплатно, почетным гражданам города Гродно бесплатно. Ну, мы попросили еще на ветеранов футбола. Ветеранам футбола бесплатно. Вот. Стоимость билетов для клуба, который поддерживает футбольный клуб «Ньюман» – 30 тысяч. И детям от 14 до 18 лет, по-моему, там стоимость билета 20 тысяч. О футбольном манеже мы говорили много, да? Тоже строится за счет разных источников. Будет строиться, сейчас мы его представили тоже по объективным причинам. Построить и опять передать футбольному клубу. Для того, чтобы они потом могли его эксплуатировать, сдавать в аренду. Даже если сегодня не построив, уже к нему есть звонки о том, чтобы можно ли будет снимать в аренду его. Клубов и с России, и с Польши той же, с других регионов Республики Беларусь. Это тоже будет удочка для того, чтобы он зарабатывал. Кроме этого, команда получит нормальные условия для тренировок. Самое главное. И игры. Это самое главное. Детская спортивная школа, команда. Дети будут нормальные условия играть. Вот в чем дело. И мы постараемся, да, есть задержка, есть определенные моменты, потому что такой футбольный манеж, да, мы наступаем на грабли, мы много здесь несогласованных действий есть между МЧС и проектирующей организацией, между заказчиком и другие вопросы связаны с материалом там. Но он на стадии разрешения, буквально на этой неделе, это уже точно на пище расставится. Вот в таком плане, если касаться финансирования клуба. Такой объект впервые в республике. Впервые в республике он строится, поэтому не так все просто. Пинский вариант, он пинский вариант там, да? Но это совершенно другой объект, совершенно другой объект. Где можно будет использовать там и под зрителей. Мы планируем там, чтобы и Федерация футбола говорит о том, что надо это пилотный проект построить для того, чтобы потом распространить в целом по республике. Опять же, бюджетных денег практически здесь не участвует в строительстве. Это в основном деньги спонсоров будут построены. Но основной спонсор, конечно, Республиканская федерация футбола, которая предоставит все оборудование и оснащение для этого объекта.
Тут одна из самых активных, так, болельщиков. Мы обязательно в плане поддержим какого? На ключевые матчи, да, серьезные матчи, Батэ и другие сильные команды, я найду способ и найду возможность для того, чтобы организованно вам проехать на матчи, которые будем играть в Борисове или в Минске или в другом городе. Не на все не обещаю, но на такие вот серьезные, так, для того, чтобы смогли бы поддержать. Это будет касаться именно этих людей, которые Этих людей. покупают Да, клуб болельщиков да, да. и становятся нашими завзятыми. Итак, 3. Еще вопрос Артему Концевому. Считаешь ли ты для себя поединки с Батэ принципиальными? Здравствуйте, уважаемые болельщики. Для меня любая игра принципиальная. Мы здесь собрались, чтобы побеждать, поэтому стараться будем выкладываться в каждой игре. С Батэ особенно, конечно. Важна будет ваша поддержка. Мы играем не только для себя, конечно, своих семей, но и для вас. И надеюсь, что мы вас не подведем и рассчитываем на вас так же, как мы на вас. Надеюсь, у нас вместе все получится. Когда футболисты наши выигрывают матч, производительность труда в городе поднимается на 20%. Представляете? А школьники и студенты получают на следующий день пятерок на 40% больше.